Пожалуйста, Клара Сургапбековна, есть вопрос к представителю ЦИК? Да, у меня есть вопросы, и я хотела попросить представителя ЦИК разъяснить. Да, микрофон, пожалуйста. Извините. Я хотела попросить представителя ЦИК разъяснить мне разницу между статьей 38, да, действие которой было приостановлено, и между статьей 65. 63, да, Конституционного закона о выборах. Вот эти две статьи, которые были, действие которых было приостановлено, и скажите, пожалуйста, они регулируют одну и ту же ситуацию или относятся к разным ситуациям? Вы имеете в виду статью 38 и 63, да? Да. 63, да. Одну минуту. Тут под статьей 38 понимается то, что если выборы недействительны и признаны недействительными и не состоявшимися, то проводятся повторные выборы. А в статье 63 указано, что если ни одна политическая партия не получила необходимое число голосов, то проводятся повторные выборы. То есть это разные ситуации? Да, разные ситуации. А зачем, вот как вы думаете, какой был смысл тогда приостанавливать действие статьи 63? 68, в статье 68 тут также указано сроки избирательных действий. В статье 38 идет ссылка на статью 63, потому что там указаны сроки избирательных действий, о том, что они сокращаются на треть. То есть это они сделали это из-за сроков, да? Но вы думаете, То есть что вот эта часть вторая, она друг с другом. взаимосвязана со статьей 38? Да. Взаимосвязана, да? И тот же вопрос я хочу вам задать, который задавала представителю аппарата президента. Последствия признания выборов недействительными. Что должно быть после? Если выборы признаны недействительными, то назначаются повторные выборы. Как вы видите перспективу повторных выборов? Повторные выборы проводятся... Вот эти, которые не завершились, да? Перспективу этих повторных выборов перспектива будет определена после решения Конституционной палаты Верховного суда Крымской Республики. Ну, вообще, в целом, независимо от решения Конституционной палаты. Вот как вы думаете, есть риск того, что повторных выборов не будет, а будут новые выборы? Центральная избирательная комиссия действует в рамках законодательства Крымской Республики. Каким будет законодательство, так и будет действовать Центральная избирательная комиссия. То есть у вас никаких мнений своих нет? Относительно выборов? У меня нет своего мнения. Вас же, наверное, приглашают для того, чтобы вы могли ответить на наши вопросы там, или просто Центральная избирательная комиссия является правоприменительным органом и будет действовать в рамках законодательства Крымской Республики. Ну, правоприменительный орган, он же должен как-то разбираться в системе, в сущности и иметь какое-то мнение, если ему задают вопросы. Если к вам человек приходит с вопросом, вы скажете, мы правоприменительный орган, идите, мы вам не будем на ваши вопросы отвечать? Если человек к нам придет с вопросом, мы ему ответим в рамках законодательства Крымской Республики. То есть вы отвечать на этот вопрос не будете? Хорошо. Ладно. Еще вопрос? Есть вопросы? Клара Сургапбековна, у вас нет уже, да, вопроса? Пожалуйста, Нурбек Айтеевич, вопрос. Только кратко сформулируйте. У меня один вопрос. Есть ли в Конституционном законе понятие обстоятельства непреодолимой силы? В Конституционном законе такого понятия нет. Спасибо. Калабек Болотбекович, нет вопросов, да? Пожалуйста, представитель Жорг Кемиша, есть вопросы? Нет. У вас Нет, есть Ваша вопросы? честь. Уважаемые судьи, есть вопросы к представителю ЦИК? Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо.